28 декабря – День памяти жертв депортации калмыцкого народа. Ровно 77 лет назад калмыки в одночасье были лишены крова и родной земли. Вместе с другими репрессированными наш народ прошел тяжелейшие испытания и невзгоды спецпереселенцев. Автор книги «Улыбайся, когда хочется плакать» Полина Дагинова. Одна из тех, кто испытал на себе холод и голод. О нелегкой судьбе она рассказала в своих произведениях. Моя коллега Светлана Аджиева вместе с автором снова перелистала страницы воспоминаний. Полина Чергаряевна хорошо помнит декабрь 1943 года, несмотря на то, что ей тогда было всего 5 лет. Воспоминания настолько запали в душу, что сейчас они словно кадры из черно-белого фильма, говорит собеседница. На дворе лежал снег, отец с матерью были заняты домашними делами, сестренка играла в кроватке. Сильный стук в дверь, пришли солдаты, среди ночи все стали куда-то собираться. Затем семью погрузили в холодный вагон и повезли в неизвестном направлении. Умирали от голода, от холода, климат там суровый. И в тот год, когда приехали калмыки, как назло, зима была очень холодная. Птицы на лету замерзали, вот это падали прямо. А люди выехали-то некоторые полураздетые, полуодетые, и от холода, воспаление легких, пневмония сразу косила их. По приезду испытания не закончились. Семье Полины Дагиновой достался небольшой домик, половину из которого занимали нары. Уставшие и голодные в одежде легли спать. Я в своей книге описываю, как одни, значит, встречали так. Они в ужас приходили от их состояния, видели и быстрее бежали топить баню, варили картошку, поили, кормили и усаживали. И, по-человечески так. Были такие, вот те калмыки, которые попали к таким русским, они все выжили до весны. Но не все же люди одинаковые, а другие встречали вот у порога продуваемого чуть ли не линию прочертили, чтобы ни шагу туда. Сколько трудностей выпало на долю калмыцкого народа, сколько испытаний они перенесли. Все это должны знать будущие поколения, говорит Полина Чергаряевна. Мысль написать книгу не покидала ее долгие годы, и лишь спустя 70 лет после ссылки было выпущено издание в количестве 200 штук. Первыми читателями книги стали сибиряки. Автор вела с ними переписку. Цикл воспоминаний был опубликован в «Сибирской газете». Поскольку книга слишком личная, я не решалась здесь, в Калмыкии, печатать и послала в Алтайский край, то село Среднекараюшкино, которое теперь переименовали Первомайское. И там эту книгу они напечатали в газете «Первомайский вестник». Стали печатать только тот раздел, который касался вот моей жизни в этом селе. Книга настолько понравилась читателям, говорит Полина Дагинова, что в этом году дети и внуки сделали подарок и заказали еще 300 изданий. Ведь душевные и правдивые истории, изложенные в произведении, нашли отклик в сердцах многих людей. Светлана Аджиева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».